Во имя Аллаха, ради вас, ради ваших детей, запомните имя этого человека. Его звали Саад ибн Муаз, да будет доволен им Аллах. Он был одним из предводителей ансаров, тех, кто обитал в Медине. И вот Саад ибн Муаз, да будет доволен им Аллах, встал и сказал: «О посланник Аллаха, ты все еще ждешь из-за ансаров? То есть ты не решаешься сражаться именно из-за нас?» Затем он произнес удивительные слова: «О посланник Аллаха, клянусь Аллахом, мы не скажем тебе так, как сказали сыны Израиля Мусе мир ему. Иди ты вместе с Господом сражайтесь, а мы подождем тебя здесь. Но мы говорим: иди ты вместе с Господом, а мы будем вместе с тобой и последуем за тобой. О посланник Аллаха, те деньги, которые ты у нас взял, намного любимее для нас, чем деньги, которые ты оставил у нас. Посмотрите на иман, посмотрите на сиру, мои братья, посмотрите на требования, которые ставит религия. Посмотрите на те требования, которые нужно выполнить, чтобы войти в рай. Ты хочешь попасть в рай? Вот твое сердце, посмотри на него. Если у тебя сердце больное, то в судный день будут проблемы. Его сердце чистое, он говорит правду. Он говорит посланнику Аллаха: клянусь Аллахом, деньги, которые я отдал на распространение религии, более любимы для меня, чем деньги, которые я храню для себя. О посланник Аллаха, если хочешь, прикажи нам сейчас, и мы пересечем с тобой Ар-Рубу-аль-Хали. Между Саудовской Аравией и Йеменом есть место, которое называется Ар-Рубу-аль-Хали, пустынный район. Его называют долиной смерти. Любой, кто попадал туда, обычно умирал. Там очень-очень жарко. Если ты хочешь сейчас пересечь эту пустыню вместе с нами, мы пересечем ее с тобой, о посланник Аллаха. Теперь посланник Аллаха улыбнулся. Он сделал это впервые за все время этого совещания со сподвижниками. Да. Вот этого я ждал. Заявление Саада. Ансары готовы воевать, даже если это выходит за рамки присяги, за рамки их обязанностей. Почему? Потому что они хотели доказать Аллаху: этот человек, мои братья, Саад ибн Муаз, после этой ситуации и после того, как он проявил себя, он умер. Скоро мы расскажем об этом, иншаллах. Он умер в битве при Хандаке. Он был на тот момент в исламе всего лишь 7 лет. Многие из нас здесь в исламе больше лет, чем он. Он был мусульманином в течение 7 лет. Но когда он умер, трон Аллаха сотрясся. Сотрясся из-за смерти Саада. Это приводится в достоверном хадисе. Джибриль, мир ему, явился к Мухаммаду и сказал: «О Мухаммад, кто из твоей уммы умер сегодня?» Трон Аллаха затрясся из-за его смерти. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сразу ответил: возможно, это Саад ибн Муаз. Я застал его раненым после битвы при Хандаке. 7 лет в исламе, а трон Аллаха затрясся из-за его смерти. Как вы думаете, из-за нашей смерти что-нибудь затрясется? Как вы думаете, что-то или кто-то из скрытого мира содрогнется из-за нашей смерти? Мои братья, 7 лет жертвования на пути Аллаха, и посмотрите, чего он добился. Потому что те люди были искренними в поиске Аллаха. Итак, посланник Аллаха говорит: «Бисмилля, будем сражаться».